Мы решили узнать, кто и как проверяет производство халяльной и кошерной еды. Начнем с магазина. Покупаем 3 батона колбасы. На 2 стоит значок «Халяль». На 3-м написано «Колбаса еврейская». И относим экспертам. Сейчас они с помощью экспресс-теста проверят, есть ли свинина в этой колбасе. Ведь ее не должно быть ни в халяльной, ни в кошерной пище. Иммунохроматографический тест выявляет в продуктах наличие отдельных ингредиентов – свинину, говядину, курицу, яичный белок, антибиотики и алкоголь. Если на тесте мы видим 2 линии, это означает, что в этом продукте есть свинина. Если на тесте 1 линия, это означает, что тест сделан правильным и свинины в этом продукте нет. Тестирование на свинину пройдут колбасы «Мусульманская» и полукопченые от Царицынского мясокомбината. На этикетке колбасы под названием «Мусульманская» есть знак с надписью «Халяль». Но, как выяснилось, свинина там тоже есть. Мы не поверили своим глазам и отправили колбасу на еще один анализ. В лаборатории Центра молекулярных исследований наши результаты подтвердили. В колбасе Царицынской за 50 рублей мы нашли антигены присутствия крови и сала свинины, поэтому этот продукт не может поступать в пищу мусульманам. Почему производитель в буквальном смысле подложил свинью в халяльную колбасу? Чтобы это узнать, мы отправились на Царицынский мясокомбинат. С собой мы привезли протоколы из лаборатории. Это частная собственность, покиньте нашу территорию. Ну, а почему вы нас на улицу гоните? Вы должны стоять Ну, мирно, обождите, что ли? а почему вы пришли в чужое помещение? Мы Да. пришли на завод Царицына, который выпускает колбасу халяль для всех мусульман, и который кладет туда свинину. В ответ на просьбу вызвать к нам технолога, сотрудники комбината почему-то решили вызвать полицию. Прошу вас покинуть территорию. А что это распоряжение? Потому что в противном случае я буду обязан вызвать полицию из 55-го отделения. Мы отвезли протоколы результатов экспертизы представителям мусульманской общины, которые занимаются халяльной продукцией. Это недопустимое нарушение, и в таком случае, во-первых, я благодарю вас за то, что вы не только купили, но, я так понимаю, потратив какие-то средства, сделали лабораторный анализ. По такому случаю в Центре стандартизации халяльной продукции собрали целый совет. ДНК свиньи в продукции, которая декларируется как халяль, оно недопустимо. Свинина там вообще не должна быть. просто... Это считается уже нарушение полностью технологии. Не рецептуры, а технологии. И само понятие слова халяль было